день, помимо Дня памяти, у нас сегодня почти весь Израиль в огне. Но есть очень странная такая какая-то особенность. Вы посмотрите на карту возгораний. Нигде в палестинских территориях, ни в Газе, ни в Иордании, ни в Египте, хотя там условия погоды такие же, как и у нас, этого не происходит. Ох уж этот Аллах. Сегодня вы... Вот говоришь, что аж да хулк без муаты уже жукти хан. Санхама яхети шон. אני עושה, תעשי וידאו. יש וידאו, אני מה זה, אל תגיד. אז למה נותנים לאנשים? זה פה, תעלה. שער על לבוא, תראה. Израиль в огне. Иначе это видео и не назовешь. В Израиле объявлен максимальный уровень угрозы в связи с сильнейшими пожарами. 6 очагов. Они вспыхнули на холмах вокруг Иерусалима. Сегодня утром. Спасатели говорят о 5-6, прошу прощения, очагах возгорания. Огонь взять под контроль как бы не удается уже много часов. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. Я сейчас читаю новость. Ожидается, что к 8 вечера по израильскому времени скорость ветра усилится. И будет где-то в среднем 100 км в час. Нифига себе. И, возможно, будут еще более тяжелые последствия. В настоящий момент Иерусалим фактически оказался в огненной блокаде. На выезд из города открыта только одна трасса. Там пробки, столпотворения. В общем, катастрофа. На другой трассе, значит, трасса 1, соединяющая центр страны с Иерусалимом, брошены сотни автомобилей. Ну, из боязни пострадать. В общем, машины бросили, люди когда-то вот убежали. По словам представителей экстренной пожарной службы Израиля, это один из самых сильнейших и масштабных пожаров в истории Израиля. В эпицентре возгорания в пригородах Иерусалима эвакуированы 6 поселений. 16 пострадавших доставлены в больницы, их состояние не вызывает опасения. Сейчас открыли дороги, вы видите за мной, как до сих пор пожарные машины, полиция ездят тут везде, вокруг. До сих пор очень сильный пепел. Вот со всех сторон я вижу, как пожарные машины ездят, проверяют. В Израиле борются с лесными пожарами, которые охватили центральную часть страны из-за высоких температур. В Израиле к югу от Бершебы. ما خلقيت